Глобальная инициатива ПРООН «Климатическая перспектива» активно поддерживает выполнение климатических обязательств в рамках второй фазы в более чем 60 странах, включая Кыргызстан. В связи с этим в стране проводятся меры по сокращению выбросов парниковых газов и укреплению устойчивости к климатическим изменениям. Глобальная инициатива предоставляет партнерам возможность обмениваться опытом, передовыми технологиями и практиками в области климатической ответственности, а также подчеркивает важность солидарности и сотрудничества в противостоянии вызовам изменения климата. Кыргызская республика активно участвует в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата через определяемые на национальном уровне вклады ООН-УФ, направленные на снижение выбросов парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям. Страна также оценивает свою готовность к выполнению Парижского соглашения с участием различных уровней власти. Сегодня климатическая повестка стала одним из приоритетных вопросов нашего времени. И Кыргызская республика, как активная участница глобальных усилий, не остается в стороне. Страна осуществляет стратегические программы и проекты, ориентированные на устойчивое развитие через климатоустойчивое развитие и адаптацию к изменению климата. Изменение климата уже происходит. Мы все являемся свидетелями радикальных перепадов температур, аномальной жары летом и тепла зимой. ПРООН продолжает поддерживать правительство, местные органы власти и местные сообщества в разработке планов адаптации, особенно в уязвимых регионах и среди малообеспеченных слоев населения. Кыргызстан, являясь членом форума уязвимых стран, подчеркивает необходимость международного сотрудничества в решении проблемы изменения климата. Несмотря на то, что Кыргызстан несет ответственность лишь за 0,03% глобальной концентрации углерода в атмосфере, установление долгосрочного видения углеродной нейтральности становится одинаково важным и выгодным для Кыргызстана. Это видение предусматривает, как долгосрочные адаптационные и митигационные цели будут стратегически встраиваться в планы развития и далее инвестироваться. Они могут стать прорывом в создании тройной пользы, нации, которая будет устойчива к множественным кризисам, приверженная и продвигающая зеленую экономику и устойчивое развитие. Для достижения наших амбициозных целей нам необходима поддержка правительства, гражданского общества, бизнеса и международного сообщества. Для подтверждения своей приверженности климатическим целям президент поручил правительству Кыргызской республики разработать концепцию достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Этот план включает в себя реализацию ООН-УФ в качестве основного механизма действий по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Концепция достижения углеродной нейтральности Кыргызской республики представляет собой комплексный подход к сокращению воздействия человеческой деятельности на климат. Одной из основных целей данной концепции является снижение выбросов парниковых газов в ключевых секторах экономики. В энергетике, например, основное внимание уделяется переходу от традиционных источников энергии, таких как уголь и нефть, к более чистым источникам, включая возобновляемую энергию. Промышленные процессы также становятся объектом изменений в рамках низкоуглеродного развития. Внедрение эффективных технологий, повышение энергоэффективности и переход к замкнутым циклам производства способствуют сокращению выбросов парниковых газов в промышленности. ООН-УФ – это планы каждой страны по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата. Эти планы включают в себя меры, направленные на уменьшение воздействия человеческой деятельности на климат, а также на повышение устойчивости страны к неблагоприятным изменениям. Реализация ООН-УФ является ключевым элементом глобального усилия по борьбе с изменением климата и созданию устойчивого будущего для всех стран. На самом деле это серьезный документ. Он состоит из двух частей, где есть вопросы по митигации или снижению выброса парниковых газов. И вторая часть – это наши действия по адаптации, то есть приспособлению к изменению климата и снижению его негативных воздействий. С точки зрения наших национальных интересов, в первую очередь, мы должны решать вопросы адаптации.
Это определяется природно-климатическими условиями, в которых мы с вами живем, нашим горным ландшафтом и тем режимом гидрологическим, в котором мы находимся. Отсюда важность вопросов адаптации, отсюда необходимость больше обращать на это внимание как научным учреждениям, так и, конечно, органам управления. Сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость к переходу к более устойчивым методам управления ресурсами, разработке адаптационных стратегий и поддержки со стороны мирового сообщества. Министерство экономики является основным государственным органом по развитию предпринимательской деятельности. И в рамках ведения политики развития предпринимательства мы обязательно учитываем вопросы достижения климатической устойчивости. И в этом направлении, учитывая важную роль частного сектора, мы последние годы совместно с командой ПРООН непосредственно в работе разработки АНУФ и концепции низкоуглеродной нейтральности мы привлекли частный сектор. Основная работа была проделана вовлечение частного сектора, где нужно было углубить их понимание данной повестки, а также их участие через различные инструменты. Сокращение выбросов парниковых газов – ключевой аспект борьбы с изменением климата. Эффективное выполнение углеродно-нейтральной политики приносит множество выгод и преимуществ. Во-первых, уменьшение выбросов положительно влияет на окружающую среду, и качество воздуха благоприятно сказывается на здоровье населения и сохранении биоразнообразия. Во-вторых, переход к низкоуглеродным технологиям и обновление инфраструктуры стимулируют экономическое развитие и создают новые рабочие места. В-третьих, углеродонейтральная политика сокращает независимость от ископаемых топлив, повышая энергетическую безопасность. И самое главное, активная борьба с углеродными выбросами помогает стране выполнять международные обязательства, укрепляя его репутацию ответственного участника глобальных усилий по борьбе с изменением климата. При разработке плана мероприятий ООН был проведен гендерный анализ. Целью этого анализа было интегрирование гендерно-чувствительных индикаторов в сам документ. В итоге в настоящее время 27% гендерно-чувствительных показателей содержатся в мероприятиях по адаптации и 28% в мероприятиях по митигации. В итоге это даст учесть интересы всех групп населения. Особую роль в климатическом вопросе играет частный сектор, потому что частный сектор считается локомотивом любой экономики. Они используют новые инновационные решения, зеленые инструменты, практики, например, как в секторе туризма, транспорта, сельского хозяйства. Отмечая важность и роль частного сектора в климатическом контексте, в 2022 году Министерство экономики совместно с проектом «Климатическая перспектива» инициировали звание «Зеленый предприниматель», а также поддержали идею о создании Комитета по зеленой экономике бизнес-ассоциации GIA. В процессе обсуждения климатических стратегий молодежь Кыргызстана активно участвовала и поддержала инициативу «Климатическая перспектива» ПРООН. Были проведены национальная и региональная конференции молодежи по вопросам климата, а также организован молодежный караван, который объездил всю страну и просвещал о климатически устойчивых мерах, включая посадку деревьев. Транспорт, как один из крупнейших источников выбросов, требует особого внимания. Развитие электромобилей, общественного транспорта и улучшение инфраструктуры поддерживают цель сокращения выбросов в данном секторе. Сельское и лесное хозяйство также играют важную роль в устойчивом развитии. Применение современных методов сельского хозяйства, включая управление почвой и внедрение сельскохозяйственных практик с низким уровнем выбросов, способствует сохранению углеродного баланса. Лесное хозяйство, в свою очередь, может служить средством по уменьшению уровня углерода в атмосфере через процессы фотосинтеза.
Другие виды землепользования также подвергаются пересмотру в контексте сокращения выбросов. Управление отходами и переработка материалов становятся важными компонентами стратегий низкоуглеродного развития. Для реализации поставленных целей не только нашей страны, но в целом мирового сообщества необходимы, конечно же, финансы, крупные финансы. И это касается не только нашей страны, это касается всех стран мира. Именно поэтому страны разрабатывают стратегические документы и потом высчитывают финансы, которые нужны для реализации этих стратегий. Точно так же Кыргызстан, разработав свои стратегические документы, мы подсчитали бюджет, который необходим для реализации этих документов, подсчитали, сколько денег мы можем выделить сами и сколько денег нам требуется извне. Благо, что международное сообщество помогает развивающимся странам, создает крупные климатические фонды, и эти климатические фонды направляют финансы в такие страны, как Кыргызстан. Без финансов, к сожалению, реализовать какие-то конкретные проекты практически невозможно. Кроме того, мы работаем не только с международными банками развития, климатическими фондами, но мы также пытаемся мобилизовать наш собственный капитал, который есть частный капитал внутри страны. Это зеленые бонды, это углеродный рынок и так далее. И сейчас, так же, как и все страны мира, мы входим в эту новую, формирующуюся только площадку климатического финансирования. Для успешной реализации концепции низкоуглеродного развития необходимо предпринять широкий спектр мероприятий и внести изменения в различные сферы экономики. В этом контексте важно обеспечить тесное взаимодействие государства, бизнеса и общества с целью формирования устойчивой и экологически ответственной модели будущего развития. Кроме того, необходимо учитывать аспект справедливого перехода на низкоуглеродную модель развития. Этот принцип обеспечит равноправное участие всех сторон и создаст основу для устойчивого и эффективного преобразования. ПРООН будет продолжать играть ключевую роль в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата.